выступает Зеленская Алла Петровна, заведующая отделом консервации Тверской областной универсальной библиотеки имени Горького. Тема – проекты Тверской областной универсальной библиотеки по сохранности краеведческого газетного фонда. Мы с интересом будем вас слушать. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые и дорогие коллеги. Мне очень приятно принять участие в вашем замечательном мероприятии и пообщаться с вами. Я приветствую вас из Тверской областной библиотеки имени Максима Алексеевича Горького. И хочу о газетах замолвить слово. Наш отдел консервации библиотечных фондов Тверской библиотеки имени Горького совместно с Краеведческим информационным центром, региональным центром книжных памятников Тверской области, региональным центром доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина готовит и реализует проекты по изучению, сохранению, ну и в результате по доступности краеведческих информационных ресурсов, в том числе и периодических изданий, и прежде всего газет. Я хочу сейчас предоставить вашему вниманию презентацию, которая проиллюстрирует мое выступление. Уважаемые коллеги, вы сами знаете, что газетная бумага особенно недолговечна, достаточно быстро ветшает и информация теряется. Иногда возникает опасность полной утраты редких краеведческих изданий. Поэтому важно как сохранение самой информации, так и физическое сохранение оригиналов газет. В первую очередь это сохранение коллекций краеведческих изданий, как важной составной части Тверской региональной культуры и культурного наследия и информационного ресурса России. Работы по сохранности библиотечных фондов Тверских библиотек последовательно осуществляются с 2002 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по делам культуры Тверской области. За эти годы, благодаря федеральной целевой программе «Культура России», нами реализовано 23 проекта в сфере сохранности. Треть из них направлены на обеспечение сохранности газет. При осуществлении проектов нашими партнерами являются Российская государственная библиотека, Государственная публичная историческая библиотека России, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Марии Ивановны Рудомино. И, конечно, Федеральный центр консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки. Мы очень благодарны за последовательное профессиональное участие Федерального центра в восстановлении библиотечных фондов Тверской области. Работая в проектах, мы смогли организовать в библиотеке мониторинг режима хранения, обследование краеведческих изданий, сбор сведений о состоянии редкого фонда, выявление документов с конкретными повреждениями, документов, которые нуждаются в срочной или плановой обработке. Сведения о состоянии фондов, в том числе газетных, позволяют прогнозировать дальнейшее поведение документов во времени, планировать работу по консервации, устанавливать приоритеты, выполнять конкретные работы и оценивать финансовые затраты. Сотрудники нашей библиотеки с большим удовольствием демонстрируют результаты реставрационных и консервационных мероприятий нашим читателям и коллегам из других библиотек. Особое впечатление производят газеты, прошедшие реставрацию и инкапсулирование. Краеведы и специалисты сектора редких изданий высоко оценивают качество
и значимость применения микроклиматических контейнеров. Можно уверенно сказать, что мы ведем работу по сохранности фондов для того, чтобы их активно использовали читатели, и было меньше отказов из-за состояния издания, для того, чтобы продвигать идею открытого доступа к информации. Традиционные способы сохранности и реставрации не забыты в практике библиотеки. И в этом случае нашим партнером является Тверской полиграфический колледж, специалисты которого всегда дадут консультацию по традиционному переплету печатных изданий и листовой реставрации. Особое внимание уделяется качественному и правильному подбору материалов для переплета и реставрации, а также технологическим требованиям к процессам восстановления газет. О нашей работе в сфере сохранности можно узнать на сайте нашей библиотеки в разделе «Проекты», «Действующие проекты», «Сохранность библиотечных фондов». Сейчас хотелось бы представить один из проектов, над которым работаем несколько лет. В рамках ФЦП «Культура России» реализовывали проект «Сохраним тверскую прессу для современников и потомков», суть которого в создании страховых копий газет на микрофильмах, как на самом долговечном носителе информации. Речь идет о значимой для нашего региона газете «Тверская жизнь», которая отпраздновала в прошлом году столетний юбилей. Работы по страховому микрофильмированию начали в 2000 году в период и продолжили до 2009 года. Это было время подготовки к 65-летию победы в Великой Отечественной войне и активизации общественного движения за присвоение городу Твери звания «Город воинской славы». Это звание наш город сейчас имеет. И тогда стояла задача обеспечить сохранность информации в одной из старейших газет области и создать возможность гарантированного доступа к сохранению информации военных лет. Были микрофильмированы комплекты газеты «Пролетарская правда» за 1941-1945 годы. Это вышло около 4000 кадров. Газеты того времени очень обветшали и подшивки имели значительные пропуски номеров. Проект был одобрен и поддержан правопреемником «Пролетарской правды» газетой «Тверской жизнью» и ее редакцией. В 2010 году обратились к самым истокам, к первым выпускам газеты, носившей в то время название «Пролетарская мысль». Приняли решение воссоздать полный комплект, восстановить лакуны. К сожалению, в период Великой Отечественной войны все фонды библиотеки были утрачены. В поисках недостающих номеров были направлены запросы в библиотеки, музеи, архивы Тверской области, Федеральной библиотеки России. Российская государственная библиотека предоставила свои фонды для создания микрофильма. Газета там сохранилась в большем объеме. И еще дополнительно РГБ передала около 60 подшивок газет периода 20-50-х годов XX века из своего обменного фонда, что сыграло большую роль в докомплектовании фонда местной печати нашей библиотеки. Кроме финансовой поддержки Федеральной целевой программы «Культура России» выделялись для микрофильмирования газеты «Пролетарская правда» средства из бюджета Тверской области. В настоящее время в фонде библиотеки собраны микрофильмы Тверской жизни за 1917-1956 годы. И это около 40 000 кадров страниц газеты.
Появилась возможность читать уникальные материалы, так как многие из них были в оригинале с угасающим текстом. Появилась возможность ознакомиться с материалами газет, которых ранее не было в фонде нашей библиотеки. До Великой Отечественной войны наша область насчитывала около 50 районов. Вот какая она была большая. Некоторые территории потом отошли к другим областям. Но названия районов – Пушкиногорский, Великолукский, Идрицкий – думаю, и вы слышали. И наши изыскания и восстановление полного комплекта газет, надеемся, будут полезны и читателям других областей. По результатам работ по страховому микрофильмированию создается база данных, где отображаются номера, страницы, дата выпуска, приложения, повреждения и другая информация о газете. Также возможна статистическая обработка данных. В соответствии с лицензионным договором, заключенным между редакцией газеты «Тверская жизнь», Российской государственной библиотекой и Тверской областной библиотекой имени Горького, созданы не только страховые копии на микрофильмах, но и более удобные для чтения электронные копии газеты на дисках. Проведенные работы дали возможность увеличить фонд библиотеки, воссоздать полноту комплекта с помощью электронных копий. В дальнейшем планируется перевод в цифровой формат районных газет. Начинаем работу с газет времени Великой Отечественной войны. У нас в библиотеке есть определенные условия для выполнения процессов сохранения библиотечных фондов. Переплетные мастерские города тоже являются нашими партнерами. Но есть и проблемы. Недостаточное финансирование как на процесс восстановления оригиналов газет, так и на соответствующее оборудование для работы с копиями, для обеспечения их хранения. Очень надеемся на дальнейшую федеральную и региональную поддержку. Хотим иметь достаточно специалистов, оборудования, инструментов и расходных материалов. Оказываем методическую и консультационную помощь в сфере сохранности газет, как своим коллегам, так и пользователям библиотеки. Ежегодно даем десятки консультаций, отвечаем на вопросы. Библиотека регулярно информирует публику о предоставлении доступа к новым объемам и источникам информации. Сотрудничает с журналистами Тверской жизни в освещении важных тем, связанных с культурой, печатными изданиями и чтением. В 2014 году у нас состоялась творческая встреча «Газета «Тверская жизнь» в новом формате». На встрече редакция газеты были переданы электронные диски газеты, выполненные Российской государственной библиотекой в рамках заключенного трехстороннего договора. Передача электронных копий газет следующего периода состоялась в 2016 году на второй межрегиональной книжной выставке ярмарки «Тверской переплет», которая проходила в нашей библиотеке. И в 2017 году на торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею газеты «Тверская жизнь». Подобное сотрудничество и сотворчество – давняя традиция газеты и библиотеки, которая продолжается. Такой совместный и масштабный проект является очень значимым для культуры Тверской области. В год 70-летия Победы, 9 мая, Тверская областная библиотека Горького пригласила жителей и гостей города принять участие в праздничной программе. Мы помним тот победный май. На книжных и иллюстративных выставках о Великой Отечественной войне, оформленных на улице, были представлены печатные копии газет военных лет.
А на экранах сенсорных киосков библиотеки с помощью полнотекстовой копии газеты можно было восстановить события года Победы, узнать, что проходило в конкретный день далекого 1945 года. Чтобы наши газеты имели достойный вид, были доступнее нашим читателям, мечтаем работы по восстановлению и сохранению газет проводить в большем масштабе на базе федеральных библиотек, где есть специализированное оборудование, высококлассные специалисты, четко разработанные технологические процессы и большой опыт работы в этом направлении. Очень хотелось бы иметь такую возможность. Региональные газеты заслуживают этого. Это ведь своеобразная летопись времени. Новым направлением работы в проектах стало проведение вебинаров как для библиотек, архивов, музеев Тверской области, так и для коллег других российских регионов по различным вопросам сохранности и доступности библиотечного фонда. К участию приглашаются помимо сотрудников нашей библиотеки и специалисты федеральных библиотек. Во время трансляции видеоконференции участники могут задать вопрос по теме в чате и получить ответ от лектора сразу в прямом эфире. Информация о мероприятии и программа заранее размещались на сайте библиотеки и на сайте РБА. Планируем еще материалы вебинаров разместить в сети интернет. Они будут открываться по ссылке, которую мы высылаем по вашей заявке, для того, чтобы с ними могли ознакомиться большее число специалистов, чтобы не торопясь еще раз посмотреть определенную тему. Все мы делаем это в рамках авторского права. В последние 2 года проведены 4 вебинара по сохранности газет. Количество организаций участников от 17 до 66. Привожу цифры только по количеству организаций. Количество людей, которые смотрели видеотрансляцию, конечно, больше. Среди них библиотеки различных ведомств, таких областей, как Владимирская, Воронежская, Иркутская, Самарская, Смоленская, Челябинская, Тульская, конечно, наша Тверская и библиотеки других регионов. В декабре этого года планируем провести подобное мероприятие совместно с Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой, Государственной публичной исторической библиотекой России. Тема на этот раз будет экспонирование документов, в том числе газет, ведь это очень специфический материал для выставок. Предлагаем и вам посмотреть видеотрансляцию этого мероприятия. Время проведения, логин нашего скайпа, адрес видеотрансляции и другая информация будут указаны на сайте Тверской областной библиотеки в начале декабря. Имея эту информацию, вы можете посмотреть и совместно это мероприятие, и со своего персонального компьютера. Все это предоставляется. Обсуждение этих указанных тем находит свое продолжение в отделах фондодержателях и на заседаниях фондовой комиссии Тверской областной библиотеки Горького. Сейчас хочу сказать немножко о наших сегодняшних делах. В этом году был разработан проект «Консервация газеты «Пролетарская правда» за 1941-1945 года». Так в то время называлась газета «Тверская жизнь» в Тверской областной библиотеке имени Горького. Проект был создан в партнерстве с Российской государственной библиотекой. Кроме актуальности
темы разработанной указаны цели, задачи и особенно ресурсы информационные, нормативно-методические, кадровые, технические, финансовые. Подробно разработана схема и указаны ожидаемые результаты, в том числе увеличение количества восстановленных ценных краеведческих и наиболее спрашиваемых периодических изданий. Детальное изложение работ по сохранности краеведческих газетных фондов на примере газет периода Великой Отечественной войны представлено как способ комплексного подхода к решению проблем в сфере сохранения такого вида изданий. Для осуществления следующего проекта планируем проведение комплекса мероприятий по консервации редких и краеведческих газет уже другого периода, конца XIX – первой половины XX века, совместно и на базе Российской государственной библиотеки. Назову основные этапы. Это машинная нейтрализация газет, восстановление, реставрация, инкапсулирование и фазовая консервация. Надеемся, что такой путь по сохранности крупноформатных бумажных документов будет интересен и другим организациям, в функции которых входит работа с документами на газетной бумаге и ее сохранение. В завершении своего выступления хочу сказать, что мы по-прежнему координируем свою деятельность с Федеральным центром консервации Российской национальной библиотеки и Управлением сохранности библиотечных фондов Российской государственной библиотеки. Здесь шел разговор в основном о проектах по газетным фондам. Но, конечно, мы в обязательном порядке занимаемся и книжными фондами, работаем с коллекциями, в том числе разрабатываем перспективные планы. Есть много новых идей. Мы предлагаем вам сотрудничество и всегда открыты к активному участию в работе с другими библиотеками. И убеждены, что партнерство и обмен информацией будет способствовать реализации новых проектов. И наши фонды будут оставаться с нами как можно дольше. Спасибо вам огромное за ваше внимание, за возможность пообщаться с вами, вот хотя бы виртуально. Я готова ответить на ваши вопросы и сейчас, и по указанной в презентации на слайде электронной почте. Добрый вечер, Александр. Очень приятно было услышать ваше выступление и где-то соотнести свои действия с теми действиями, которые совершаете вы. И они в какой-то части очень близкие, в части, значит, сохранения газетных фондов, как региональных, так и районных. Как бы мы идем с вами правильным путем. Анна Петровна, вы слышите нас? Вы слышите, это очень приятно. Да, я очень хорошо слышу. Вот теперь, значит, у вас очень большие перспективы, да, тем более в координации сотрудничества с федеральными библиотеками. У нас, в свою очередь, вопрос. В связи с тем, что финансирование программы «Культура России» завершено, а программа вообще, национальная программа сохранения библиотечных фондов вообще не поддерживается уже 2 года. Каким образом вы решаете вот эти проекты в координации с федеральными библиотеками? Где вы берете деньги? Потому что бесплатно они не работают. Мы это с вами прекрасно знаем. И все то, что вы говорили, это осуществлялось в рамках все-таки финансовой поддержки. А что сейчас происходит? Вы знаете, сейчас, на сегодняшний день, мы продолжаем работать. Вот я перечисляла, у нас очень много партнеров, как и федеральные центры, так и
свои тверские. У нас есть очень хорошая переплетная мастерская. У нас есть Тверской полиграфический колледж. У нас есть газета «Тверская жизнь», которая является нашим партнером. И мы работаем на предоставлении взаимных услуг друг другу, в том числе информационных. Мы приглашаем на стажировку своих партнеров и коллег из наших тверских фондов. И поверьте, у них очень замечательные работы. Наш Тверской полиграфический колледж участвует в международных конкурсах по восстановлению фонда и занимает там призовые места. И поэтому, конечно, как я сказала, не все, что мы можем восстановить, но наиболее ценные вещи мы восстанавливаем. Мы проводим для них различные мероприятия, консультации, помогаем подготовить какие-то документы. Ну вот на таких... Алла Петровна, я поняла это. Я очень рада за вас, что у вас на территории есть вот такой ресурс, да, которым вы можете воспользоваться, чего нет у нас. Но вот есть такие процессы, которые, извините меня, делают только федеральные центры, как то нейтрализация кислотности, например, ну что там, инкапсулирование, вот это такие реставрацию хороших, дорогостоящих как бы книг. Да, вот на сегодняшний день... Микрофильмирование в том числе, оцифровка, перевод цифр микрофильмов. Да, перевод, но у нас не только микрофильмы, перевод в цифру, у нас же есть и перевод сразу в цифровую форму газет, которую мы делаем на оборудовании нашей библиотеки. Вот в ведении нашего отдела находится документ-центр библиотеки, где находятся очень хорошие сканеры, и мы с ними работаем. Получается цифровая копия. Теперь мы приглашаем на консультацию. Вот я говорила о проекте с управлением сохранности библиотечных фондов Российской государственной библиотеки. Мы их пригласили к нам на консультацию. Мы предоставили им возможности посмотреть и оценить затраты. Ну, у них и на своем сайте есть в прайсе эти затраты. Совместно с ними мы, так как в этом году у нас нет финансовой поддержки, совместно с ними мы рассчитали финансовые затраты, сделали этот проект и надеемся предоставлять его в другие различные организации и надеемся на поддержку и регионального фонда. Потому что, конечно, нейтрализация, как мы говорим, можно сделать эту нейтрализацию, но количество оборудование не окупит затраты. Конечно, лучше, чтобы это сделать на базе федеральных библиотек. И мы пытаемся теперь на федеральном уровне и в других организациях доказать. Мы обосновали этот проект, рассчитали, представляем вот эту финансовую возможность. А пока эти газеты мы сами стараемся делать. И идет упаковка в микроклиматические контейнеры. Мы надеемся, что вот до лучших времен они хотя бы перестанут так разрушаться, как они находятся в каком состоянии. Везде, просим везде, пишем всюду. Все понятно, понятно, да. Ну вот, то есть нет нашей поддержки. Программы нет и поддержки как бы нет, та, которая была раньше. Понятно, да? Все, спасибо большое. Да, но я уверена, что мы будем стараться, чтобы наши газеты вот просто так не остались брошенные, и будем стараться, чтобы они были в более достойном виде. Алла Петровна, можно еще один вопрос? Да, конечно. Вы сказали о том, что вы записываете газеты на оптические диски. Такой вопрос, с какого года вы это делаете? Перезаписываете ли эти оптические диски? И если да, то с какой периодичностью? Потому что срок хранения на оптических дисках, он тоже ограничен.
он ограничен, но программное обеспечение нашей библиотеки пока подходит для воспроизведения этих дисков. Вы знаете, они действительно у нас ведь не просто лежат, их очень часто спрашивают. И у нас в Краеведческом информационном центре выделен даже специальный компьютер конкретно, чтобы человек пришел и посмотрел эти диски. Там же эти диски дают возможность и увеличить вот эти угасающие тексты, особенно диаграммы, карты. Очень много людей обращаются к этим материалам. И вот на сегодняшний день мы пока не видим необходимость записи. Конечно бы мы мечтали, чтобы у нас это хранилось и на сервере библиотеки, чтобы можно всегда в другой формат перенести при необходимости. Ну вот пока у нас только вот на локальных дисках. Не перезаписывали еще. Да. Спасибо. Еще вопросы? Ну, судя по всему, раз никто голос не подает, вопросов нет. Вы знаете, я хочу сказать в завершение, что у нас очень много информации находится, как я упоминала, проект наш по сохранности на сайте библиотеки. Там у нас как раз вывешены и документы, и материалы, и наши проекты. И чтобы более подробно ознакомиться с ними, пожалуйста, я приглашаю вас к нам на наш сайт «Сохранность библиотечных фондов». Спасибо огромное, Алла Петровна. Спасибо вам за участие, спасибо за информативный доклад, за ответы, за ваше присутствие. Удачи вам в работе и чтобы у вас все получилось и вас материально обеспечивали. Кто-нибудь. Спасибо большое. Реализовались. Спасибо большое и до новых встреч. Спасибо. До свидания.